Самое главное, чтобы ничего не забыть. Еду, термос. Все для охоты вообще. Рожденные в СССР. Мощат портянки. Пошли туда искать. Тебе или мне? Все равно он умрет. Это 100%. Это смертельная рана у него. Давно я не слышал косачинный ток. А сегодня они есть. Сейчас я подойду на болото вот, недалеко. Глухарь сел, ребят. Я вижу его. Ну вот. Это на завтра. Готовлю плов из гречки. Там, короче, лук. Что я еще добавил? Морковь, тушенка, гречка, вода, соль. И на минут 40 поставил на печку. Сейчас пока он будет готовиться, я схожу и буду быстренько помою в бане. Там уже после бани можно поужинать. Сейчас по-новому чайник поставлю. Вот. Ну и примерно так. Сейчас уже 25 минут 5-го. 4 часа 25 минут. Через час уже начнет темнеть. Ну, в принципе, мы все успели. Половили рыбу. Готовим. Избушка очень жарко. Ну все, ребят. Я помылся. Буквально 10 минут, наверное, прошло. Жару хватило достаточно, и очень жарко было. Немножко, как и говорил, от камня зависит, там глаза щиплет, там один, наверное, горький камень там есть. А так, в принципе, нормально. Мне пол ведра хватило горячей воды, и пол ведра, наверное, чуть больше половины ведра потратил холодного. Уф, вообще класс. Ну и будем ужинать. На ужин у нас уха. Сегодня, как и ранее говорил, также рыбный день. Наловили хариусов. Немножко, правда, но 3 крючка я оставил. И 3 подхода, наверное, еще было, помнится. А так, нету рыбы, нету клёва, нету. Вроде вода и, как сказать, небольшая. Когда большая вода, рыба не берет, но очень вкусно. Что еще добавить? Вот такой день. Показал, как было. Охота не удалась сегодня. Хотя несколько рябчиков видел. И глухарь взлетел, слышал. И кополуха еще. В глаза не видел их. Только звук крылья слышно еще. Тулан тоже не смог отработать. Не лаял. Потому что взлетают и летят очень далеко. В общем, посмотрим завтра, что будет. На сегодня буду заканчивать. Сегодня уж больше ничего делать я не стану. Просто буду лежать, отдыхать. 5 часов вечера.
через часик, наверное, я уже буду ложиться спать. Сейчас ужинаю. Все, встретимся завтра, ребят. Завтра будет охота. Сегодня рыбно-банный день у нас был. Вот это вкусно. Всем привет, ребят. 7 октября сегодня. Собираю рюкзак. Самое главное, чтобы ничего не забыть. Еду, термос. Все для охоты вообще. На улице 0 градусов. Но ощущение такое вот. Примерно 3 градуса, наверное. Ощущается, потому что все в инее также. Хотя температура показывает 0. И сегодня ветрено. Сегодня ветреный день будет. Пока безоблачно, но посмотрим. Все как будет, буду снимать вкратце. Вот. Разовый чай заварил. Не хочу разбавлять заваркой, там потом остынет. Заварка у меня вчерашняя, а этот уже горячий будет. Потому что кипяток залил, а эту заварку я убираю. Все. Вот. Так, прокладки нету, блин. Пакета нету. Спалось хорошо. Ну как хорошо? Хуже, чем вчера. Хуже, ребят. Точно. Господь подглядывает. Сегодня набегаешься. Сегодня целый день будет охота. Основная цель у нас глухарь. Надо закрыть лицензию, блин. Уже, считай, 5-й день в лесу, и ни одного глухаря еще не добыли. Вот это да. Нормально. И вчерашнюю гречку еще. Бывает, я, как сказать, брал раньше, да, в прошлом году, наверное, я брал йошкар-олинская каша, наверное. А оказывается, эту кашу элементарно просто готовить. Элементарно просто. Вот еще хлеб надо взять. Вот такой. Блин, когда дверь приоткрыта, прям как будто в холодильнике тут сижу. Так, точно, вон там пакеты. Вот так каждый раз перед выходом в лес так собираешь рюкзак. Нам для двоих вот это достаточно. Все. В принципе, из еды я все взял. Там одно яйцо еще.
Ну и сейчас сам буду тоже завтракать. Сейчас в первую очередь надо съездить и привезти все-таки болгарку. Потому что проблемы с трубой у меня. Ух, какие проблемы, ребят. Знали бы вы. Когда полностью закрываю поддувало, все, проблемы начинаются. А так. Сегодня приоткрытое поддувало было. И туда закинул сырые дрова. И все нормально было. Но вот когда на экономку поставишь, уже начинается. Надо эту проблему устранить. Не хочу об этом говорить, но все равно, блин, проблема не решена, и вот мысли в голове все время крутятся. Вот. Рожденные в СССР носят портянки. Сейчас модно носить носки. Ну, конечно, я к носкам тоже привык, но к таким дальним походам стараюсь одевать портянки. Они не подведут точно. Любопытный. Ой. Да ладно. Сейчас, минуточку терпения. Идем. Вон тулан. Тут что-то бегает туда-сюда, кружится. Ребят, не поверите, над головой, и вот тут, на этой сосне, на нижних ветках, сидела кополуха. Взлетела и улетела в сторону избы. Вот такая первая встреча с кополухой сегодняшняя. Насрала нам на голову одним словом. Вот так вот бывает. Что-то собака туда-сюда ходит, кружит. На деревья смотрит. Или раньше сидели тут. Чувствует. Но я никого не вижу. Смотрите, какой восход. Солнце встает. Идем. Здесь старая тропинка моя. Заброшенная уже. Не знаю, кого он тут учуял. Приземлился непонятно как. Метра 200 отлетел. Потом на спуск пошел. Собака идет. Стоит, не стоит туда сходить.
Вряд ли найдем, конечно. Собака сразу туда устремилась. Ладно, схожу. Примерно ориентир вот так. 200 метров минимум. Он должен был как камень упасть, а он, видели как? Пошли туда искать. Тебе или мне? Все равно он умрет. Это 100%. Это смертельная рана у него. Ориентировочно дошел до того места. Примерно вот тут. В этом квадрате 100 на 100. А вон он, ёпта. И собака успеет, наверное. Опа. Вот это да, фартануло, ребят. Угадал с направлением, вон он живой. Нашел я, ребят, пулю. Куда я прицеливался, в грудину. Именно в грудину и попал. Вон. И это, наверное, рикошетом как-то перебило еще лапу. Самое главное, видели, как он взлетел и улетел. А выхода нету пули. Не знаю, как эта пуля прошла, где выход. А, вот она. Вон. Вот здесь. Как-то, знаете, вот как же это называется-то? Это похоже на пулю со смещенным центром. Это у Калашникова патроны, пули со смещенным центром, которые, попадая в тело человека, он не проходит, через бронежилет проходит, и уже, как сказать, силы не хватает на следующую сторону пробить, и он гуляет по всему телу и может остановиться в любом месте, эта пуля. Или же даже, скажем, ты выстрелишь, и пуля летит, от рикошета может там обратно прилететь. Ну, что-то похоже на это, со смещенным центром называется. Что очень опасная пуля, страшная пуля. Давно я не слышал косачинный ток, а сегодня они есть. Сейчас я подойду на болото, вот, недалеко, 200 метров. Там болото большое, и они там такуют. Может, увидим. Бухарь. Улетел, блин. Видите, как от собаки взлетают и насквозь улетают. Возле болота был. Пока возился с камерой, блин. Я услышал. Это трескание у него. Все, ушел. Улетел-то есть. Учуял. О, слышите, тюшкают там. Гаш. Туда, конечно, я не пойду. Далеко они. Пересекать это болото не хочется. Кажется, что они рядом. До 2 километров и больше. У них эта чушка не идет. А может, где-то и в середине. Пошел. Как будто близко. Но я их не вижу. В прошлом году я круговые обходил это болото.
Она очень большая. По дороге лесопунктовским ходил. Видео снимал, показывал вам. Туда я лезть в этом году точно не войду. Нет, хватило мне прошлого года. Достаточно. Сколько их хоть там посмотреть, так и хочется. Вон там лес, опушка леса. Там это болото продолжение. И там вот ток настоящий был. Там даже шалаш есть. Это X-образное такое большое болото. Сейчас глянем. Ну, если весной, кому интересно, на тока ходить. А я весной на охоту не хожу, на буровую. Вот видишь, собака где, и они еще дальше где-то. Шикарное болото. Первые года, когда охотился, тоже вышел так клюкву смотреть. И 5 стоят оленина. Вот так вот. Наткнулся на оленей. Не по пути нам, блин. Не. Далеко. Далеко, ребят. Это на той стороне. Где-то. Не, туда не пойдем, ребят. Заманчиво, конечно. Интересно, но надо держать себя в руках. Не по пути. Устанем, если по болоту будем бродить. Вон собака где, и не взлета ничего. Это в той стороне где-то. Но... Крик людей я слышу. Кто-то в той стороне крикнул. Далеко. Это возможно рабочие здесь делянку отводят, но она рано или поздно там будут вырубать за этим болотом. Или же просто охотники перекликаются. Там старые трассы, может, на каракатах ездят. Охотники-то везде сейчас, кругом. Вот. Ну, как вы видите, я уже стал опять болтать. Ну, хочется тоже показать, что и как происходит. А происходит нехорошее. Смотрите, уже который раз я вижу глухарей, но они даже близко под выстрел не садятся и улетают. Почему так? Не знаю. Не удается даже в них стрелять. Мы бы сейчас прошли мимо, он бы и не взлетел, так и сидячим остался. Но вот мы в сторону болота пошли и просто вот наткнулись, так скажем. Я услышал там трескание. Быстро-быстро включаю камеру. А и не понял уже, откуда он взлетел, или с земли, или с дерева. Я только летящую птицу увидел. Вот. Да и тулан не так хорош, не сравнить с работой с Айды. Айда у меня хорошая была поборовая птица. Что бы ни говорили про нее, она хорошо работала. А тулан, ну, тоже что-то есть, но который год, но я и из-под него еще никого не стрелял. У него интерес к крупным зверям, и
водоплавающими. Также, как сказать, бобрам, выдрам. Что-то вот пушное с мехом. Куницу тоже что-то не облаивал ни разу еще. Фиг знает. Собака непонятная еще. Не знаю, смогу ли я вообще понять, какой толк от него будет. Ладно, выбора нету. Будем держать тулана. Будем охотиться с ним. Тут голубика. Голубика есть его. Поэтому, возможно, могут быть здесь еще глухари. Вдоль болота. И они кормятся этой голубикой. Вот такое утро, блин, хорошее. Спотело. Тут, ребят, смотрите, полоса идет. Этот лес отвели на вырубку. Здесь старая вырубка была. И вот этот кусок еще надо хапнуть. Да. Поле останется скоро, блин. Глухарь сел, ребят. Я вижу его. На сухостое сидит. Да. Хорошо сидит. Что же замолчал, ё-моё? Явно меня заметил. Блядь. Видно, ниже пошла пуля. Попала и улетела. Летит, уже поднялся. Вот, блин. Очень далеко улетел. Очень. Очень далеко. Фу, блин. Надо сходить все равно посмотреть. Ориентировочно как. Достал навигатор. По навигатору примерно пройду метров 300. Тут болото.
Блин, только что перешел я это болото, бля, ужасное. И снова туда возвращаться. Метров 300 хотя бы пройду. Даже и 400, наверное, лучше. И там буду кружить. Навигатором легче искать. Он все равно ему в грудину попало. Рана такая средняя. Ну, не знаю, удастся, нет. Попытка не пытка. Хреново, когда теряешь крупную птицу. Понятно, рябчик. Но это трофей. Надо искать. Он как-то выше сперва поднялся, потом вниз. Но это значит то, что он на посадку пошел. Но искать там навряд ли что-то получится. Очень густой лес там, блин, под сад. Тулан, конечно, как всегда, оставляет. Начал лаять. Потом перестал, пришел ко мне. Вон. Ладно, пойдем поищем.